В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Глава республики Айсен Николаев поздравил якутян с 1 мая. День весны и труда близок каждому жителю нашей республики. Якутия всегда славилась передовыми тружениками во всех отраслях народного хозяйства, агропромышленного комплекса и социальной сферы. На протяжении почти 4 веков наша республика славится своими трудовыми традициями, заложенными старшим поколением якутян. Среди них немало тех, кто с гордостью и достоинством носит почетное звание ветеран труда, кто своими руками создавал основу экономики республики и своим примером учил нас трудиться на совесть. Важно, чтобы эти добрые традиции были продолжены молодым поколением. Также Николаев пожелал всем доброго здоровья, бодрого духа, жизненной энергии, счастья, благополучия, а также мира и добра вам и вашим близким. Россиян ждут не только длинные праздничные выходные, но и новые законы. Они коснутся ветеранов, автолюбителей и туристов. Подробнее с нововведениями познакомит наш корреспондент Ольга Башук. Ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Такие выплаты будут происходить теперь каждый год. Приказ об этом подписал президент России Владимир Путин. Выплаты касаются как участников войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных отрядах, так и журналистов, разведчиков, контрразведчиков, которые были на передовой. Также выплаты смогут получать ветераны с российским гражданством, которые проживают в Прибалтике. А у строителей появится законное право использовать деньги дольщиков без эскроу-счетов, на которые надо перейти с 1 июля. Но послабления получат не все. Как раз с 1 мая начнут действовать утвержденные критерии, при соблюдении которых можно будет обойтись без счетов эскроу. Например, готовность проекта должна быть не менее 30%. Впрочем, и в этом условии есть исключение. Одно из них – готовность может быть и 15%, но это касается объектов, которые впоследствии по договору должны быть переданы в государственную или муниципальную собственность, либо связанные с программой сноса ветхого и аварийного жилья. Автомобилистов также ждут изменения. Дорожные знаки поменяют свой размер. Если ранее стандарт дорожных знаков был определен размерами 70 на 70 сантиметров, то с 1 мая можно будет устанавливать знаки размером 50 на 50 и даже 40 на 40. Однако новые дорожные знаки разрешено использовать лишь в центре городов и кварталах исторической застройки. Цель нововведения – сохранение архитектурного облика городов. Что особенно важно, новый ГОСТ не будет строго обязательным для применения. Городские администрации сами вправе решать, надо ли им переходить на уменьшенный размер. Водителям грузовых автомобилей ограничат проезд по трассам. С 20 мая по 31 августа грузовикам временно будет ограничен проезд по дорогам общего пользования федерального значения, в том случае, если температура воздуха превышает 32 градуса по Цельсию. При такой высокой температуре грузовики смогут ездить по федеральным трассам только с 10 часов вечера до 10 часов утра. Это сделано для того, чтобы сохранить дорожное покрытие в жаркие дни. Хорошие новости для любителей путешествовать. Еще одна страна отменила визы для российских туристов. С 25 мая россияне смогут отдохнуть на Коста-Рике без оформления визы. Об этом говорится в сообщении МИД России. Но есть условия. Находиться в этой стране можно будет не более 90 календарных дней. Ольга Башук, Нюргун Спиридонов, Якутск. А как пройдет 1 мая в столице? Шествие откроет главная колонна, посвященная Году театра в России и Году консолидации Республики Саха-Якутия. Но первыми на демонстрации по решению оргкомитета по подготовке к празднованию пройдут 2000 учащихся муниципальных школ Якутска. За детьми на проспект Ленина выйдут руководители республики, далее колонны профсоюзов и политических партий. В составе колонн пригородов и округов города Якутска пройдут трудовые коллективы, предприятия, организаций, образовательных, научных, культурных и других учреждений. Завершит первомайскую демонстрацию колонна окружной администрации Якутска под лозунгом «Года добрососедства», объявленного в столице республики. И в эти минуты дороги в центре Якутска уже перекрыты в связи с первомайским парадом. Движение ограничено с 9 до 15 часов. Также госавтоинспекция рекомендует не оставлять транспортное средство в зоне перекрытия улиц. Автомобили, припаркованные на этих территориях, будут эвакуированы.
Другим темам. Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Такие задачи поставил Фонд социального страхования на круглом столе, который приурочен к месячнику охраны труда. В результате проведенного анализа травматизма заболеваний по региону отмечается снижение числа несчастных случаев, связанных с производством. А количество установленных профессиональных заболеваний, напротив, увеличилось. Большая часть происшествий приходится на город Якутск и промышленные районы республики, такие как Мирный, Нерюнгри, Алдан, Аймикон и Ленск. Ежегодно порядка 300 травм у нас проходит, которые делятся на легкие и тяжелые. В прошлом году у нас порядка 60 случаев было тяжелых несчастных случаев и, к сожалению, 16 случаев смертельных. Поэтому ведется сейчас большая работа региональным отделением. На эти цели в этом году у нас предусмотрено 263 миллиона ассигнований. И поэтому я призываю всех страхователей до 1 августа подать заявление в региональное отделение фонда для использования вот этих средств на предупреждение травматизма у себя на предприятии. А пенсии в мае якутяне получат раньше. График доставки денежного обеспечения через почту изменится из-за долгих майских праздников. Так, пенсионерам, получающим выплаты по графику до 9 числа месяца, все средства по линии пенсионного фонда выплатят согласно режиму работы почтовых отделений. Во всех населенных пунктах республики пенсии и иные социальные выплаты за 9 мая отделениями почтовой связи Почты России будут выплачены досрочно с 6 по 8 число. А получателям пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации, то есть через банки, финансирование будет произведено в первый рабочий день после майских праздничных и выходных дней, согласно договорным условиям. Рабочие среднего звена по-прежнему востребованы, и с трудоустройством у выпускников Алданского политехникума проблем нет. В течение последнего года в рамках республиканской программы материальная база техникума обновилась. Однако залог знаний – грамотное преподавание. Так, мастер производственного обучения Петр Пастухов способен донести до любого человека музыку и поэзию скрежета металла. КАМАЗ и 4 легковых автомобиля – это далеко не все новинки, полученные Алданским политехникумом. Автопарк существенно обновился согласно плану социального развития центров экономического роста. Средства на покупку техники, выделенные из бюджета Якутии, Минобразование распределило между 6 СУЗами республики. Для нашего техникума приоритетами сегодня является развитие таких профессий и таких компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills. Это, во-первых, подготовка машинистов на открытых горных работах, подготовка машинистов дорожно-строительных машин, электрогазосварочное производство, мастера по ремонту автомобилей и химический лабораторный анализ. Автогрейдер техникум получил в сентябре 2018-го. Навыки на нем оттачивают студенты, осваивающие специальности, связанные с тяжелой техникой. Задач, возлагаемых на автогрейдер, масса. Он используется для расчистки автодрома, а также для уборки снега, как на территориях учебных корпусов, так и на улицах города. По характеристикам довольно хорошая техника дорожная. Двигатель, будем говорить, ЯМЗ-236 стоит, который в обслуживании довольно прост. И сама конструкция этого грейдера устраивает. Спустя месяц в Алдан был доставлен бульдозер. Землеройная машина используется не только для практического обучения студентов, но также для повышения квалификации специалистов, работающих на предприятиях района. Кроме того, на базе техникума ведется обучение рабочим профессиям на специальных курсах. Слушатели также осваивают навыки на тяжелой технике. Значит, бульдозер Чебоксарского завода Т-9. Будем говорить, самый маленький бульдозер. Безусловно, техническое оснащение в обучении немаловажно, однако залог знаний – грамотное преподавание. Преподаватели в техникуме не просто имеют высокую квалификацию, они искренне любят свое дело. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А следующий наш сюжет про дальнобойщика Александра Бросина из Ленского района. На автобазе уже 37 лет, и за его плечами миллионы километров и тонн грузов. Романтика или тяжелый труд, узнавала наш корреспондент Анна Кожевникова.
Этот руль не терпит женских рук. Такие машины предназначены для перевозки крупногабаритного груза на дальние расстояния. А северные автозимники – испытания не из легких даже для опытных водителей с многолетним стажем. Но если бы я была мужчиной, я бы обязательно выбрала профессию дальнобойщика. На север за романтикой, в тайгу по бездорожью за приключениями. Избитые клише советского периода, но так оно и было. Александр Абросин работает в Ленской автобазе номер 1 с 1982 года. Он один из старейших сотрудников. Почти 40 лет крутить баранку по северным заснеженным трассам, он, признается, не устал. Техника поменялась за это время, за 30 с лишним лет. Это даже как бы все строилось, все развивалось. Валроса у нас там фабрики строились. Ну, сейчас тоже как бы вот новые вот открыли. Сейчас карьер в Айхале. Муну открыли, сейчас новое направление у нас тоже вот работаем. Ежегодно спидометр его автомобиля наматывает в среднем 80-90 тысяч километров. За 37 лет работы в Ленской автобазе за плечами дальнобойщика более 3 миллионов километров. География его путешествий обширна. Оленек, Анабарсы, Скалах, Юрингхая, Накын, Нюрба, Усть-Кут, Якутск. А зимой самой дальней его точкой было море Лаптевых. Самую низкую раз застали, но это, как сказать, официально было, мы приехали, когда спросили в Анабаре, на метеостанции в аэропорту было минус 73. Ну, на речке, может, даже похолоднее было. Поэтому главное, чтобы машина выдержала. Люди обычно закаленнее железа, но у каждого водителя в дорогу есть свои приметы. Ну, с одной стороны, это нельзя загадывать, это раз, это первая примета. Потому что, что загадаешь, так это стабильно ничего не получится. Ну и не говорить, естественно, что там, если вот когда перед отпуском или куда-то там последний рейс, куда-то, нельзя такое говорить. К Александру Ивановичу часто обращаются за советом молодые водители. В коллективе он пользуется заслуженным авторитетом. Стажирует постоянно, ездит с молодежью, подсказывает, обращаются к нему с вопросами. То есть он всегда подскажет, всегда поможет. Когда-то что-то не получается, спрашиваем у старичков, у наших разбойничков. Мы их уважаем, ценим. Мимо не проезжаем, они тоже так же нас не проезжают. Александр с детства знал, что такое северная трасса, и своих детей он тоже познакомил со всеми прелестями профессии. Их деятельность хоть и косвенно связана с машинами. Старший сын руководит дорожной фирмой в Иркутске, а младший работает на СТО «Вольво» в ленских авторемонтных мастерских. Ну и он, считает, работал уже 37 лет. Считаю, в автобазе уже работает. Дедушка у нас тоже, получается, работал. Сколько лет, уже много. Но главное для водителя, когда он отправляется в дальний рейс, чтобы на душе было спокойно и дома ждали любящие сердца. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. У меня к этому часу все. Телеканал «Якутия-24» поздравляет вас с праздником «Весна и труда» и желает всего самого наилучшего. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.